Здравствуйте, друзья! Хочу сразу поблагодарить вас за помощь в подготовке выбранных собак и отправке в семьи. Уехали у нас Влада, Джина, Ада, Макар, якутские, и Чико и Блусум подмосковные. О них я буду вам рассказывать обязательно в ролике о пристроенных в декабре, когда доедут и отойдут от стресса дороги. Уехали чистые, помытые, расчесанные, обработанные, привитые, стерилизованные, с титрами. Большая работа проделана с ними. Все позади. Ну, а мы идем дальше. А дальше надо выживать с оставшимися. Их много, их большинство. И выживать, и пахать с ними, и пристраивать. Пристраивать – это главная цель спасения, а не разживаться у нас и не расслабляться нам. И одновременно, конечно же, ведем переговоры с пиарщиками, а они с семьями по следующим выбранным собакам. И, конечно же, есть у нас другие выбранные собаки, которых также будем готовить и которым также надо оплачивать дорогие титры. Обо всем этом поэтапно рассказываю в роликах. Все, успокойся. Все, давайте, удачи. Друзья, я не знаю, как мы будем выживать зимой, потому что корм всегда заканчивается. И вы помните, что если покупать только корм и не оплачивать работу титаническую и круглосуточную, без продыха ни на день, ни на час, люди отказываются. Они так и говорят: забирай и корми сама. Или отдай их тем, кто просил их спасти. И ведь они правы. В основном и большую часть собак спасали мы с вами, спасали годами. Помним, как они скелетами замерзали в ППЖ в Инии, вырывали их от смерти в 55 градусов. Сотни тогда погибали там. А это везунчики. Но везение не должно быть краткосрочным. Пожили и хватит. Тогда зачем спасали? Да, жизнь внесла свои коррективы, и нас об этом не предупредили. Теперь ведь на все не хватает. И пристраивать обязаны, и титры дорогие, что усложнило пристройство. И здоровыми быть должны, и социализированными должны быть, обучены ходить на поводке. А как их обучить, когда их 50 или 100 на передержке? Бросить всех и пойти с одной на поводке? Тогда без присмотра передерутся все. Как одному человеку одновременно быть со всеми рядом, одновременно во время выгула убираться в доме, менять мешки с опилками, мокрые на сухие, и на 2 этажах, и в бытовках, и в 20 вольерах? И успеть на поводке обучить выгуливаться за территорией, чтобы не тянула поводок каждая собака по отдельности. И чтобы выгульник был чистый от фекалий, собрать 10 ведер за раз, а за окном и снег, и дождь. И все это называется титанический труд по содержанию собак. И людей можно понять, почему они не хотят держать собак за корм, когда только корм. А давайте мы с вами разберем по одной собачке. Всего-то 100 или 200 человек. Неужели среди нас нет таких отзывчивых? Какое бы было счастье и собакам, и освобождение от сборов, или бы собирали только на корм. За 4000 мешок привозила бы вам интернет-доставка. Было бы замечательно. Откликайтесь, пожалуйста. В Москве люди, откликнитесь, пожалуйста. Но давайте разберем собак. Вон, смотрите, вот, Ледька, Ларсик, очень классные. Девчонки, обратите внимание, реально классные. В семье могут жить, с детьми великолепно. Вот так вот, понятно вам всем? Хорошие. Ты моя зайка. Друзья, всегда стоит дилемма, как назвать ролик, когда снова надо собирать на корм и передержки. Наверное, день стольника, но от дней стольника все устали, и я в том числе. Что нового изобрести, чтобы меня услышали? Давайте по-старому, пока день стольника. 3 дня дни стольника. Как бы хотелось, на каждую передержку по 100 тысяч, а их 6. Конец года. Сколько переживаний за них, за предстоящую зиму.
Я не могу столько ответственности вынести одна. С утра до вечера звонки десятками, и все просят денег. Просят за собак и на их содержание. Погода добавляет депрессивного состояния из-за всех проблем. Я не справляюсь. Объявляю день стольника.